Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Душанбе прошла 5-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Во встрече в качестве почетного гостя принял участие президент Азербайджана Илхам Алиев. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал президента Азербайджана Илхама Алиева и других глав государств. Отметим, что инициатива проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии была выдвинута президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в 2017 году. Первая встреча состоялась в Казахстане, вторая встреча в Узбекистане, третья в Туркменистане, четвертая в Кыргызстане. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые главы государств Центральной Азии, уважаемые участники, приветствую вас на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выражаю признательность уважаемому Эмомали Шариповичу за оказанное гостеприимство и организацию сегодняшнего мероприятия. Пользуясь случаем, хочу также приветствовать президента Азербайджанской республики уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева и специального представителя генерального секретаря ООН, главы регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии господина Каху Иннадзе. Наши консультативные встречи создают благоприятные условия для поддержания регулярного диалога на высшем уровне, а также значительно укрепляют взаимное доверие между нашими государствами. Уверен, что наша совместная работа, постоянный диалог и общение на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга в духе добрососедства позволяет преодолевать все препятствия и трудности, развивать и поддерживать чувство общности интересов и единства народов, населяющих с незапамятных времен наш обширный и богатый регион. Для Кыргызской республики приоритетными направлениями сотрудничества в Центральной Азии являются расширение и углубление торгово-экономических связей, водно-энергетическая сфера, диверсификация и расширение транспортных коридоров, укрепление транзитного потенциала, решение проблем ирригации и мелиорации, расширение культурно-гуманитарных связей, включая в первую очередь сотрудничество в сферах культуры, туризма, образования, реализация совместных проектов, принятие согласованных мер по обеспечению общей безопасности в регионе. Уважаемые главы государств, вопросы адаптации к изменению климата, использования водных ресурсов и взаимодействия в энергетической сфере приобретают все большее значение. В последние годы в мире в целом и в особенности в нашем регионе все сильнее ощущается негативное воздействие изменения климата. Наблюдаются аномальные морозы, чрезвычайные ситуации, длительная засуха и маловодье. В результате зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья повсеместная нехватка воды. Думаю, для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать.
Хочу подчеркнуть, что несмотря на сложные природно-климатические условия, Кыргызстан ответственно и в полной мере выполнял и продолжает выполнять свои межгосударственные обязательства по водным ресурсам, несмотря даже на ущерб, который наносится из-за маловодья водохозяйственным и гидротехническим объектам страны. Наблюдаемые негативные тенденции заставляют всех нас задуматься. Это предполагает необходимость полного изменения отношения к воде, как к необходимому условию жизнеобеспечения для всех нас, здесь живущих, а также для наших грядущих поколений. Для рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии нам необходимо принять кардинальные, конкретные и эффективные меры, прежде всего, по привлечению водной и водно-энергетические секторы стран масштабных капиталовложений, как государственных, так и частных. Я также хочу подчеркнуть, что деятельность региональных организаций по вопросам водопользования в Центральной Азии также должна отвечать интересам и потребностям всех стран, как верховья, так и низовья. Если этот принцип не соблюдается в их деятельности, то они должны быть соответствующим образом реформированы, чтобы соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын, Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которая предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Мы открыты и готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом. Сегодня мы в Кыргызстане меняем свой подход к водной политике от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в обеспечении охраны зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и формировании в полной информации об экологическом состоянии в верховьях рек, а также создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития Кыргызской Республики. На международном уровне наша страна продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов. Аксиоматично осознание того неоспоримого факта, что без ледников не будет воды, а без воды нет жизни. Следует отметить, что нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться в вопросе обеспечения водой для других стран Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана, как страны формирования почти половины водных ресурсов региона, инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям. Уважаемые коллеги, культурно-гуманитарные связи всегда остаются основой сотрудничества народов Центральной Азии. Наши народы связывают общая история, религия, культура и бесценные узы дружбы и добрососедства, что положительно отражалось и на развитии взаимоотношений между странами Центральной Азии. Выдающуюся роль в соединении двух великих цивилизаций Запада и Востока сыграли народы Центральной Азии, являясь центральной частью Великого Шелкового пути, который пролегал через Центральную Азию и связывал с остальным миром, обогащал материальную и духовную культуру всех вовлеченных в орбиту пути стран и народов.
Уверен, что наши общие усилия в современных условиях принесут свои плоды, и мы сможем не только способствовать дальнейшему обогащению наших культур, но и подчеркнуть их истинную самобытность на мировой арене. В текущем году мы отмечаем 95-летие нашего земляка, выдающегося писателя Чингиза Айтматова, творчество которого ценят и почитают прежде всего наши народы. Я выражаю глубокую признательность за то, что в странах Центральной Азии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к этой юбилейной дате. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Кыргызстан имеет тесные торгово-экономические связи со странами Центральной Азии. Наблюдается рост объемов внешней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. Анализ структуры экспорта и импорта стран Центральной Азии во взаимной торговле и в торговле с третьими странами показывает наличие большого нереализованного потенциала. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. Наш регион должен стать связующим звеном между севером и югом, западом и востоком, при этом наращивая свой транспортно-коммуникационный потенциал и возможности выхода к морским портам. Нужна только политическая воля для устранения барьеров и препятствий. Улучшение процедур прохождения границ и транзита между нашими странами. В качестве только одного примера могу отметить недавнее открытие 2 пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном, что позволило в несколько раз увеличить поток пересекающих границу гражданам 2 стран, которые используют внутренние документы. Считаю, что оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, необходимы для улучшения движения товаров и услуг в регионе. Хочу проинформировать, что переход на устойчивое развитие через продвижение принципов зеленой экономики рассматривается как национальный приоритет в среднесрочных и долгосрочных документах Кыргызской Республики. В частности, продвижение принципов зеленой экономики рассматривается через призму обеспечения сбалансированного экономического роста, экологическую безопасность и активное использование ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий. В целях развития зеленой экономики и привлечения устойчивых инвестиций мы создаем государственную систему преференций. Одним из приоритетных направлений зеленого развития является внедрение зеленого финансирования, в связи с чем в Кыргызской Республике начато создание механизма финансирования зеленых проектов, одним из которых является создание зеленой финансовой корпорации. Уважаемые главы государств, касаясь вопроса совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности, хотел бы отметить следующее. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных условий в системе региональной безопасности. События, происходящие в этой стране и вокруг нее, оказывают прямое влияние на обстановку в регионе. Кыргызская республика глубоко заинтересована в мирном и стабильном Афганистане и готова развивать добрососедские отношения с этой страной. Вместе с тем, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия. Мы проводим активную работу по ключевым вопросам афганской повестки дня, принимаем активное участие в реализации проектов и программ международных и региональных организаций на афганском направлении, а также в работе диалоговых площадок
направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. В июне и августе 2023 года в Афганистан были доставлены 2 партии гуманитарной помощи в виде лекарственных и медицинских препаратов. Другой спектр угроз для стран Центральной Азии формирует обстановка в Сирии, где в рядах международных террористических структур также принимают участие выходцы из стран Центральной Азии, которые, совершенствуя свой боевой опыт, продолжают дистанционную вербовку своих соотечественников. Кыргызская республика поддерживает все международные инициативы, направленные на достижение мира, спокойствия и стабильности в Афганистане и Сирии. С учетом вышеизложенного, кыргызская сторона считает важным дальнейшее расширение форм и направлений сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и противодействия таким современным угрозам, как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и киберпреступность. Крайне важно развитие и обеспечение системы коллективной информационной безопасности и наращивание усилий по совместному противодействию киберугрозам, недопущению использования интернет-пространства, социальных сетей международными террористическими, религиозно-экстремистскими и иными враждебными организациями. В данном контексте считаем важным тесное сотрудничество по линии Советов Безопасности и компетентных органов стран Центральной Азии. Компетентным органам необходимо продолжить взаимодействие с акцентированием особого внимания на недопущение проникновения на территорию стран Центральной Азии членов международно-террористических организаций. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в заключение хочу подчеркнуть значимость консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это дает нам возможность поделиться видением и позициями по актуальным проблемам двустороннего и многостороннего характера, найти общие подходы и объединить усилия для поиска взаимоприемлемых решений. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля. Кыргызская республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Нынешние кризисные условия мировой политики диктуют нашим странам необходимость еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене. Благодарю за внимание. Баку – нефть. Эти два слова воспринимаются как синонимы. Когда говорят о Баку, подразумевают нефть, а когда говорят о нефти, имеют в виду Баку. Исторические корни азербайджанской нефти уходят в глубокую древность. Итальянский путешественник Марко Поло в XIII-XIV веках рассказывал о вывозе бакинской нефти в страны Ближнего Востока. К началу XVI века вокруг Баку существовало около 50 таких нефтяных ям и скважин, где добывались как черная, так и белая нефть. В начале XIX века в Биби-Эйбате впервые в мире была добыта нефть из скважины, прорубленной ручным способом в море, в 30 метрах от берега. В 1863 году Джавад Меликов построил в Баку керосиновый завод, где впервые в мире были применены холодильники в процессе нефтепереработки. В
1867 году в Баку действовали 15 нефтеперерабатывающих установок. В 1883 была сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Батуми. Эта железная дорога имела огромное значение для экспорта нефти и нефтепродуктов в страны Европы. В 1883 году Ротшильд приступает к финансово-кредитным операциям в Баку и начинает заниматься реализацией нефти. В 1886 году была учреждена Каспийская черноморская нефтяная компания Ротшильда. В 1901 году в Азербайджане было добыто 11 миллионов тонн нефти, что составляло более 50% мировой добычи. В 1880 году известный ученый-химик Менделеев предлагает проложить нефтепровод Баку-Батуми для обеспечения выхода бакинской нефти на мировые рынки. До национализации нефтяной промышленности в Азербайджане функционировали 109 акционерных обществ, из которых 72 принадлежали российскому капиталу – 240 миллионов рублей, а 37 – английскому капиталу – 100 миллионов фунтов стерлингов. Сумма капитала, вложенного в нефтяную промышленность братьями Нобель, составлял 30 миллионов рублей. Один из наиболее состоятельных предпринимателей нефтяной промышленности, меценат Исабек Гаджинский, вложил 1 миллион 250 тысяч фунтов стерлингов в нефтяную промышленность компании «Гаджи Челикен». Накануне национализации нефтяной промышленности в Азербайджане действовало 270 предприятий по добыче нефти, 49 средних и малых фирм по бурению нефтяных скважин, 25 фирм по переработке нефти, более 100 механических цехов, ремонтных мастерских и других объектов. В 1939-40 годах, когда Советский Союз поставлял нефть в ряд стран, фашистская Германия запланировала крупную стратегическую бомбардировку и наступление под названием «Операция Пайк» с целью уничтожить объекты добычи нефти в Баку. В течение этого первого года войны в Азербайджане было добыто более 25 миллионов тонн нефти. Рекорд. По указу Верховного Совета СССР в феврале 1942 года за приверженность более чем 500 рабочим и служащим нефтяной промышленности Азербайджана были присвоены ордена и медали СССР. К концу 1941 года, когда инженеры и рабочие нефтяники ушли на фронт, их позиции заняли женщины. К лету 1942 более чем 25 тысяч женщин, или 33% от всей рабочей силы, они работали 18 часов смены в нефтяной промышленности. Гитлер был полон решимости захватить нефтяные месторождения на Кавказе, в частности Баку, так как это обеспечило бы столь необходимые нефтяные запасы для немецких военных. В 1942 году немецкое наступление под кодовым названием «Кейс Синий» увидел решительную попытку захватить нефтяные месторождения в больших масштабах продвижений в этой области. План состоял в том, чтобы атаковать Баку 25 сентября 1942 года в честь предстоящей победы над Баку и его сдачи Гитлеру. Но силы оси были окружены и в конечном итоге поражение в Сталинграде вынудило отступить агрессоров. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад, название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений
Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. Неустанно работали и ученые. В нефтехимических лабораториях специалисты разрабатывали новые виды вооружения. Знаменитый азербайджанский химик Юсиф Мамедалиев во время войны стал автором многих изобретений, которые внесли вклад в победу над фашизмом. Под руководством ученого работало более 18 лабораторий, 2 опытно-экспериментальных завода. Кстати, зажигательные гранаты, известные как коктейль Молотова, вполне справедливо могли называться и коктейлем Мамедалиева. Весом вклад в нашу общую победу представителей азербайджанской науки. Так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Во время Второй мировой войны контроль поставок нефти из Баку и на Ближнем Востоке сыграл большую роль в военных событиях и окончательной победе союзников. Отрезав поставки нефти, значительно ослабела и Япония во второй части войны на Тихом океане. Добыча нефти из существующих месторождений начала снижаться после Второй мировой войны в результате катастрофического перепроизводства и недостаточных инвестиций. Однако ощущался реальный потенциал для новых открытий в присутствии на море. Одним из ярких примеров развития стало офшорное нефтяное месторождение «Нефтяные камни» – нефть Дошлары. Оно расположено на юго-востоке Абшеронского архипелага. В нефтяных камнях глубина моря колеблется от 10 до 25 метров, хотя часть нефтяного бассейна достигает глубины 60 метров. Поиски нефти с геологоразведкой, структура бурения, сейсморазведка и бурение предварительно началось еще в 1945 году. 24 августа 1949 года первая офшорная разведочная скважина на нефтяных камнях была пробурена после строительства дамбы. Нефтяные камни называют островом 7 кораблей, потому что во время строительства плацдарма вышедшие из употребления корабли были потоплены, чтобы обеспечить прочную основу для дамб. Интересное развитие началось в 1950 году с разработкой нескольких участков бурения, соединенных рамными мостами. В 1953 году для поддержания пластового давления было применено заводнение. Важное событие, произошедшее в политической жизни Азербайджана 50 лет назад, придало стимул началу коренных изменений в республике и заложило основу нового исторического поворота на пути определения перспектив будущего развития. 14 июля 1969 года на пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана 46-летний Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК КПА, то есть фактически руководителем республики. В тот период большинство крупных промышленных и перерабатывающих предприятий строились в Баку и Сумгаите. Именно эти годы стали поворотным этапом в экономической, общественно-политической и духовно-культурной жизни Азербайджана. Целенаправленные меры по усовершенствованию системы государственного управления, созданию строгого порядка и дисциплины, осуществлению кадровых изменений, оздоровлению рабочего климата обеспечили необходимые условия для выполнения поставленных высоких задач. В этот период как в Баку, так и в других городах и районных центрах Азербайджана были сданы в эксплуатацию многочисленные промышленные предприятия за счет Бакинского завода кондиционеров, научно-производственного объединения «Озон», завода электронно-вычислительных машин, завода глубоководных оснований, Сумгаитского компрессорного завода, фабрики верхнего трикотажа, Гянджинского завода по переработке цветных металлов, Нахчеванского стеклотарного завода, Али-Байрамлинского завода бытовых приборов и сотен других промышленных объектов, запущенных в 1970-80 годах благодаря усилиям Гейдара Алиева. Реализация 20 PSA-контрактов, требующих инвестиций в $60 миллиардов, которые были заключены до сих пор, является неотъемлемой частью нефтяной стратегии Азербайджана. Азери-Чирак и глубоководная часть Гюнешли, международный контракт номер 1, был подписан президентом Гейдаром Алиевым и участвующими международными компаниями 20 сентября 1994 года, ратифицированного парламентом 2 декабря и вступившего в силу 12 декабря. Поскольку его потенциальные запасы оцениваются в 6 миллиардов баррелей нефти, этот проект часто называют контрактом века. Прогнозируемые инвестиции в этот проект составляют $13 миллиардов.
Однако проблема в том, как доставить нефть на европейские рынки. Эта проблема была решена путем соглашения о строительстве нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан между Азербайджаном, Грузией и Турцией в 1998 году. В 1999 году на контрактном участке недр была пробурена первая скважина SDX-1. В результате на Шах-Денис было обнаружено крупнейшее газоконденсатное месторождение с углеродными запасами, оцененными в первом приближении в 1 триллион тонн условного топлива. После проведения всех работ в декабре 2006 года был получен первый газ месторождения Шах-Денис. В пиковый период добыча газа с месторождения Шах-Денис достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год и 120 тысяч баррелей в день. В 2020 году планируется начало бурения скважин в рамках третьей фазы разработки месторождения Шах-Денис. Завод «Сукар-Карбамид» в начале июня 2019 года начал экспорт карбамида. Основной объем был отправлен в Турцию. Еще 1000 тонн карбамида экспортировано на Украину и порядка 1200 тонн реализовано на внутреннем рынке. В 2017 году Азербайджаном было добыто 2 миллиарда тонн нефти. Из этого объема 1 миллиард тонн нефти добыт на суше, а 1 миллиард в море. Достойное выполнение поставленных контрактом века задач, успешное осуществление новой нефтяной стратегии являются одним из основных гарантов вечности государственной независимости Азербайджана. Гейдар Алиев сумел построить в Азербайджане устойчивую модель государства, но успешно справился с этой исторической миссией после распада СССР. Нефтяная политика, автором которой является Гейдар Алиев, играет исключительную роль в судьбах азербайджанского народа. В последние годы в Азербайджанской республике достигнуты существенные успехи в области развития образования. В рамках реализуемых государственных программ во всех регионах страны значительно обновилась инфраструктура общего образования. Реализованные реформы и широкомасштабные инфраструктурные проекты создали условия для перестройки и устойчивого развития социально-экономической жизни. Профессиональные кадры с высоким уровнем образования являются основой интеллектуального потенциала страны. В настоящее время для военных кадров, их вооруженных сил и прочих вооруженных объединений разных категорий проводится специализированное обучение в разных учебных заведениях. Военная академия вооруженных сил Азербайджанской республики, учебно-подготовительный центр вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета. Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана было образовано в 1974 году в составе Национальной академии наук Азербайджана. Задачей агентства является изготовление и исследование автоматизированных систем для исследования природных ресурсов на основе новых информационных технологий, разработка современных специализированных вычислительных комплексов, технических систем, ГМС-технологий, новых программных средств и способов обработки аэрокосмических данных, технических средств и информационно-измерительных комплексов дистанционного зондирования.
Учитывая значение и роль физической культуры в охране и укреплении здоровья азербайджанского народа, физическом развитии молодежи, достижении спортивной части страны и еще более высоких вершин на международной арене, ежегодно 5 марта в Азербайджанской республике отмечается как День физической культуры и спорта. Азербайджан признан в мире как спортивная держава. Успешное проведение Азербайджаном авторитетных спортивных соревнований содействует не только развитию различных видов спорта в стране, но и, самое главное, поднимает спортивный, а также экономический и геополитический имидж страны на мировой арене. Азербайджан стал одним из адресов мультикультурализма в мире. Этот почетный статус уже признается мировым сообществом. Сельское хозяйство и туризм – одни из отраслей экономики, которые стремительно развиваются в Азербайджане. Порой кажется, что в летнем раскаленном Стамбуле нет ни одного уединенного места, где можно спастись от палящего солнца. Но на самом деле оно находится прямо в центре турецкого мегаполиса, районе Султан-Ахмед. Это цистерна-базилика, прекрасно сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя, расположенное на глубине 10-12 метров. В этом огромном прохладном помещении вы не только сможете спастись от жары, но и узнаете много интересного. Сооружение было построено на месте базилики Святой Софии. Цистерна по-гречески означает водохранилище, поэтому сегодня музей так и называют «Цистерна-базилика». На 2013 год под Стамбулом найдено более 40 цистерн. В базилике хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода доставлялась по водопроводу и акведукам, в том числе и по самому большому акведуку Стамбула – акведуку Валентина, из источников Белградского леса, расположенных в 19 километрах к северу от города. Размеры подземного сооружения 145 на 65 метров. Емкость 80 тысяч кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживает 336 колонн, 12 рядов по 28 колонн 8-метровой высоты. Колонны стоят на расстоянии 4 метров 80 сантиметров друг от друга. Стены толщиной 4 метра сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором. Efendim şu anda biz İstanbul'da Osmanlı döneminin su deposundayız. Eski. Evet. Bununla ilgili kısa bir şeyler anlatır mısınız? Tabii. Şu anda İstanbul Çemberlitaş'tayız. Burası su sarnıçlarının olduğu yer. Еребатан Сарайı'na da çok andırır. Нам объясняет организатор наших культурных мероприятий в Турции, почетный президент культурного общества Юрик Туркмен, генеральный директор культурного фонда Юсуфия Юсуф Эзель. Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки. Часть из них состоит из одной, другие из двух деталей. У двух колонн в основании головы медузы Горгоны. Одна из них расположена вниз головой, другая повернута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища. Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Блок с похожей головой находится во дворе археологического muzея Стамбула. Tarihimizi korumuşlar en azından. Çok güzel olmuş hem de çok güzel olmuş evet. Şimdi bir tarihimize seyahat edelim ve bilgilendirelim bizim izleyiciler. İnşallah. По соседству находится бассейн желаний. Кстати, цистерна-базилика отдельно напоминает дворец, поскольку состоит из 336 9-метровых колонн. Все колонны внешне отличаются, так как были привезены из разных античных храмов. На двух колоннах расположены мраморные головы медузы Горгоны. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены эти колонны. Кроме того, ученые точно не знают, почему одна колонна расположена вниз головой, а другая повернута на бок. Возможно, это было сделано для того, чтобы люди не боялись окаменеть, случайно посмотрев в глаза Горгоне. Ведь именно это и могло случиться, если верить мифам Древней Греции. Вода поступала в цистерну по акведукам из Белградского леса, находящегося в 19 километрах к северу от Стамбула, на побережье Черного моря. Интересно, что греки позаботились о сохранности цистерны. Во-первых, ее стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра. Во-вторых, они покрыты специальным водоизоляционным раствором. Кстати, водохранилище использовалось по назначению до 16 века. Затем цистерну забросили вплоть до 80-х годов 20 века. Но в итоге водохранилище все же опорожнили и начали
начали очищать. В 1987 году во время реставрации цистерны было удалено огромное количество грязи. Забетонирован пол, сделаны деревянные настилы, по которым сегодня ходят путешественники. Теперь цистерна красиво подсвечивается изнутри, а уровень воды в ней совсем небольшой – 40-50 сантиметров, а по дну плавают рыбы. Цистерна активно использовалась до османов. Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено. И только в 1987 году в очищенной цистерне открылся музей. Здесь есть и свои поверья, которые очень любят туристы. Например, чтобы исполнилось ваше самое большое желание, нужно подойти к колонне слез, украшенной завитками. В один из таких узоров необходимо вставить палец и повернуть его на 360 градусов. Ну а дальше просто ждать исполнения заветной мечты. Кроме того, неподалеку расположен и бассейн желаний, куда путешественники со всего мира бросают монетки, загадывая желания.